Доброе утро! В эфире программа «Агробизнес» и я, ее автор и ведущая Роза Хузина. И сегодня в выпуске мы расскажем о самых последних событиях за неделю в сфере агропромышленного комплекса. Первую партию подсолнечного масла из нашего региона в Китае оценили в 20 миллионов юаней. Башкирский государственный аграрный университет получил грант в размере 9 миллионов рублей на реализацию нового проекта. В Калтасинском районе республики строится новый крупный животноводческий комплекс. И пасечники Башкирии требуют вернуть деньги за массовую гибель пчел. Обо всем этом подробнее смотрите прямо сейчас в нашей еженедельной итоговой программе «Агробизнес». На неделе глава региона Ради Хабиров в ходе рабочей поездки посетил Калтасинский район, где ознакомился со строительством нового крупного животноводческого комплекса. Все подробности у Алины Каматовой. К строительству этого животноводческого комплекса приступили еще в прошлом году. Он рассчитан на 1200 голов и станет самым крупным в Калтасинском районе. Главе республики продемонстрировали современное оборудование и специальные помещения. Это лишь первый этап реализации инвестпроекта. Завершить его планируют к 2022 году. И в общей сложности здесь разместят 2500 коров. Для местных жителей это значит новые рабочие места. Предполагается и дополнительное поступление в районный бюджет. Если считать общий цикл, кормозаготовка, ухаживание, летний период, зимний период, около 90-100 человек должно быть занято в этом объекте. Первых буренок на новую ферму завезут уже до конца года. Сейчас завершаются строительные работы. А в соседнем селе Краснохолмский Ради Хабиров осмотрел производственный цех, где изготавливают кондитерские изделия, различную выпечку и мясные полуфабрикаты. Ежедневно здесь выпекают более 3000 буханок хлеба. На производстве трудится более 100 человек. Глава республики поинтересовался условиями работы и уровнем заработной платы. В среднем каждый сотрудник получает 20 тысяч рублей. С прошлого года предприятие также занимается организацией питания в школах и детских садах. Глава остался очень доволен. Он видел, как производится у нас хлеб, ночная смена, как работает. Мы отгружаем здесь до 100 наименований продукции. Каждый день по 3 тонны изделий производим и грузим все свои торговые точки. Школа, детские сады. Порядка 60 клиентов у нас. А в Стерлитамакском районе пчеловоды подсчитывают убытки. По мнению пасечников, химикаты могли стать причиной массовой гибели пчел. Они считают, что местный сельхозкооператив обрабатывал неизвестными веществами свои поля. Все подробности в репортаже Султана Зиганова. Эти брикеты напоминают головки сыра, только Владимир Колганов далеко не сыровар, он потомственный пчеловод, а перед его ногами все то, что осталось от большой пасеки, переплавленный воск и несколько чипов. И куда все это теперь добро? И это только на технические нужды идут, на свечки идет, на свечки или на какие-то фигуры восковые. Все 47 ульев, стабильно приносящие доход, пришлось утилизировать после заражения пчел химикатами. Перед выходом на пенсию мужчина такого точно не ожидал, и возмещать ущерб почти в 1,5 миллиона рублей ему никто не собирается. Все, остались, можно сказать, без средств существования. Я ухожу на пенсию, мне нечего, сейчас будет жить и работать так же. Новости о массовой гибели пчел этим летом приходили из многих уголков Башкортостана. Специалисты даже озвучили причину. Насекомые отравились пестицидами, которыми фермеры обрабатывали рапсовые поля. Этот факт стерлитамакским пчеловодам даже удалось зафиксировать на камеру мобильного телефона. Здесь рапс, вот они здесь заправляют. При обработке якобы использовались некачественные китайские препараты. Похоже, именно они загубили насекомых. И сегодня в ульях, которые пчеловоды хранят как доказательство, не найти и капли меда. Вместо этого рамки с зараженным воском и горы мертвых пчел. Вот она пчела. Ой, мертвая. Все. Эпидемия затронула не только фауну, но и флору. Например, Владимир Трошин рассказывает, что у него в огороде погиб весь урожай. А после того, как опустили улья, мужчина вовсе отчаялся. Я сейчас даже не знаю, что делать, как делать. Откуда это брать? Только по предварительным подсчетам в районе пострадало около 40 пасек, а это примерно 1000 пчелосемей. На руках у пасечников документы и заявления в самые разные инстанции. Есть и экспертиза, подтверждающая факт отравления. Все тут отравлено, все, весь мед точно так же. Пока не утилизировал, пока через суд все это не пропущу. В гибели пчел пасечники обвиняют местный сельхозкооператив. Техника именно этого хозяйства работала на полях. Правда, себя виновными аграрии не считают.
уверяя, что все химикаты сертифицированы, а население через местную газету предупреждали о предстоящей обработке. Может быть, погибли, может быть, от каких-то причин, от каких-то болезней, понимаете? Но документ, подтверждающий, что пчелы умерли от инсектицида, у меня таких документов нет. Результаты экспертизы замдиректора СПК не впечатлили, да и в целом мужчина вел себя так, будто не понимает, о чем идет речь. Но пчеловоды все равно планируют доказать свою правоту уже в судебном порядке. Это Орловской области было. Дошло уже дело до суда именно. И сейчас вот в Республике Башкортостан. Это должен дать новый толчок в отношении, конечно, в отношении контроля завоза препаратов. Кроме того, пасечники настаивают на возбуждении уголовного дела и уже обратились с заявлением в правоохранительные органы. Цель – добиться компенсации, ведь на восстановление утраченного пчелиного хозяйства требуются солидные расходы – сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Ну а сейчас к другим новостям недели. В Туймазинском районе отметили четвертьвековой юбилей крестьянско-фермерского хозяйства «Галимов». Основанное в 1994 году, оно находится в селе Тюменяк. Поэтому юбилейные торжества с награждением работников прошли в местном клубе. Хозяйство специализируется на овцеводстве. Сегодня в нем содержится более 600 голов куйбышевской породы овец. В планах фермера довести поголовье до 1000. Вместе с тем хозяйство занимается разведением рыбы. Построены 3 каскадных пруда. Сейчас работы ведутся над созданием 4-го. А в селе Султан-Муратова Аургазинского района открылась новая откормочная площадка. После реконструкции старых помещений фермы там разместили бычков. Всего обустроили 4 помещения для животных. Открытие подобных площадей – программа перспективная. Для сельхозпроизводителей это не только субсидии, но и в первую очередь возможность увеличения поголовья скота. Кроме того, это занятость для местных жителей, как минимум 20 новых рабочих мест. А в Ишимбайском районе отметили праздник гусиного пера. Центром событий стала деревня Карайганово, где сегодня проживают Сергей и Танзиля Денисюк. В родную деревню они вернулись всего несколько лет назад. Но за это время уже успели построить дом и обзавестись хозяйством. Благодаря собственному инкубатору в этом году супруги вырастили около 50 гусей. Праздник пера, который по традиции проводится с первыми заморозками, жители деревни подготовили совместно с сотрудниками сельского клуба. Поэтому большая работа по заготовке мяса и обработке пуха, как и принято по обычаю, прошла с играми и песнями. Сегодня в силу многоликости и национального разнообразия республики празднуют его и башкиры, и татары, и русские, и представители других национальностей. Кумертауский элеватор в этом году экспортировал в Китайскую Народную Республику 4000 тонн подсолнечного масла на 20 миллионов юаней. Кстати, первая тестовая партия масла была отправлена в Поднебесную еще в июле. Теперь постепенно интерес к башкирскому маслу растет. И на предприятии рассчитывают наращивать объемы экспорта масложировой продукции в Китай. Маслоэкстракционный завод, который находится в селе Маячный, экспортировал в этом году 4000 тонн, но на этом отгрузки не заканчиваются. До конца года еще будет отгружено порядка 3000 тонн масла. И также в следующем году, до апреля месяца, у компании заключен контракт с ежемесячным объемом отгрузки масла 3000 тонн. В планах у компании довести объемы отгрузок до 5000 тонн в месяц. Также можно сказать о том, что сейчас уже заключено соглашение между компанией «Старнафта», китайской компанией, которая входит в группу компаний «Русгрейн», и китайской провинцией Чунцинь. В рамках этого соглашения в этой провинции будет построен комбикормовый завод общим объемом производства комбикормов 300 тысяч тонн в год. Строительство этого завода позволит нашим башкирским компаниям поставлять сырьевые компоненты, такие как шрот, масло подсолнечное, о котором мы говорили, ну и другие компоненты. По итогам 9 месяцев продукция агропромышленного комплекса Республики Башкортостан была отгружена за пределы Российской Федерации на сумму $60 миллионов США. В следующем году, конечно же, эта цифра будет увеличена. У нас целевой индикатор установлен в сумме $115 миллионов. То есть мы планируем этот целевой индикатор выполнить. И дальше у нас по нарастающей примерно 20% ежегодно экспорт продукции будет увеличен.
Башкирский государственный аграрный университет получил грант в размере 9 миллионов рублей от Министерства науки и высшего образования России на реализацию федерального проекта «Новые возможности для каждого» в рамках национального проекта образования. Проект вуза включает программы дополнительного профессионального образования, разработанные совместно с региональным Минсельхозом по нескольким направлениям. Данный грант направлен на получение дополнительной профессиональной образовательной программы по 3 направлениям. Это апробация сельскохозяйственных культур, профилактика и лечение незаразных болезней сельскохозяйственных и домашних животных, а также интенсивные технологии производства продукции пчеловодства. По данным программам мы должны обучить 2000 слушателей до конца 2019 года. Данная программа реализуется на территории нашей республики. Также приглашаются жители соседних регионов. Сегодня записались, изъявили желание из Оренбургской области, Самарской и Республики Татарстан. Данное обучение для слушателей является бесплатным. На эти средства выделены федеральные деньги. Вот эти 3 программы, которые я озвучил, они сегодня являются актуальными, востребованными. Они разработаны совместно с нашим работодателем Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан. Реализуются на территории Бурзянского района, Альшевского района, Дуванского района и на территории города Уфы на базе нашего университета. Хотелось бы отметить, что занятия уже начались. В первую очередь это у нас Бурзянский учебно-научный центр, где наша база имеется аграрного университета. Там наши преподаватели ознакомили слушателей с процессом производства продукции пчеловодства, а также кроме меда это маточное молоко, пчелиный яд, воск, прополис и другие продукции. Также объяснили о применении экологически безопасных препаратов, лекарств, как для пчел, так и для населения. И в конце выпуска расскажу еще об одном приятном событии. На днях башкирскую столицу посетил бессменный лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук. Родную столицу певец вместе со своим коллективом порадовал программой «Акустика». Любимого исполнителя и земляка уфимцы ждали с неким трепетом. Зрительный зал ГКЗ «Башкортостан» был заполнен. Пришлось даже устанавливать дополнительные кресла, чтобы уместить всех желающих. После концерта Юрий Шевчук дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Ну а специально для программы «Агробизнес» мы решили спросить нашего земляка вот о чем. Скажите, с чем ассоциируется у вас наша столица, Уфа, Республика Башкортостан в целом? Может быть, какой-то вкус из детства у вас есть излюбленный? Ну, конечно. Вот меня сейчас наградили вот пирогами уфимскими, да. Это для меня очень важно, и этот вкус я обожаю. Когда немножко мяса, риса, изюма, и все это в тесте с яйцом. Да, это прекрасно. Блэк-беляши люблю, бэк-беляш и так далее, так далее. Кухня, хлеб, баранина, это Башкирия, да. Наш башкирский кумыс, бишбармак. Кумыс, да, бишбармак, все это любимое. Учпачмак, да, и так далее, да. Вы часто ездили в деревню? Часто. Я даже работал в деревне сельским учителем. Немного, правда, но работал. 1 раз коров пас или 2, не помню, да. Какие-то районы? Общественное стадо, да. Муртазина. У нас там родня. Мы оттуда родом, мама оттуда родом. Дед мой Акрам Гореев, Талига. Мама Фаиня Акрамна Шевчук. Вот все оттуда. Я там работал в школе. И как бы был немножко причастен и как-то немножко существовал и в сельском хозяйстве, да. Вообще я очень люблю землю, сажаю картошку. Мы с сестрой и супругой сажаем огурцы, помидоры. У нас все свое. Чего и вам желаем. Без нитратов. Спасибо. На сегодня это все. С вами была я, Роза Хузина, и программа «Агробизнес». Смотрите нас ровно через неделю на нашем телеканале. До свидания.